Участие женщин в политической жизни общества играет важную роль. Политические партии, общественные организации декларируют, что современное общество приобретает устойчивый характер тогда, когда все граждане, мужчины и женщины, будут активно участвовать в жизни своей страны. Права женщин на равное политическое участие – тема сегодняшней передачи. Обсуждать ее будем с начальником представительства Офиса народного адвоката Гагаузии Светланой Мироновой. Добрый день, добро пожаловать в студию АТВ. Светлана Андреевна, вот хочу спросить вас, как вы оцениваете положение женщин в политике, их возможности, на ваш взгляд? Ну, что необходимо отметить для начала? Сегодня, конечно же, сделан достаточно серьезный рывок в будущее, можно сказать. Почему? Потому что согласно требованиям международного законодательства, согласно тех ратифицированных конвенций, которые вступили в силу на территории Республики Молдова, Молдова просто-напросто обязалась обеспечить гендерное равенство, то есть обеспечить, прежде всего, участие женщин во всевозможных сферах. То есть, я, наверное, можно делать акцент на том, что участие представителей разных слоев общества, разных полов в участии в общественной жизни. И как раз в 2016 году, в апреле, законом номер 71, были внесены изменения в большинство законодательных актов, которые каким-либо образом обеспечивают вот это вот гендерное равенство, и в том числе, конечно же, участие женщин в политике. Самое основное требование, если учитывать с этого ракурса, это прежде всего то, что все политические партии, которые в будущем будут баллотироваться на какие-либо государственные посты, какие-либо государственные должности, должны будут обеспечить представительство какого-либо пола не менее чем 40%. То есть в их избирательных списках, в их избирательных списках, это в законе о равных возможностях женщин и мужчин, это и закон кодекса выборов фактически. Их избирательные списки должны содержать не менее 40%, допустим, женщин, либо не менее 40% мужчин. То есть никто не говорит, что это будут обязательно 60% мужчин и 40% женщин. Может быть, ситуация совершенно наоборот. Допустим, если нету в этих политических списках, партиях, списках 40%, насколько я знаю, может повлечь за собой отказ в регистрации. Значит, такая партия просто достаточно пока еще не в полную силу работает для того, чтобы привлечь в свои ряды. Бывали у нас такие случаи, потому что... Дело в том, что, насколько мне известно, пока не было, но и сам закон относительно недавно появился, то есть для регистрации партии все-таки необходимы некоторые условия, которые определены законодательством о политических партиях. Но впереди выборы, посмотрим, скажем так, какие представят партии списки. Почему? Потому что до сих пор была определенная лазейка. Какого рода? Лазейка включала в себя формирование списков на участие в тех или иных выборах, конечно, в каком роде. То есть на первые места ставились проходные, давайте определимся так, ставились, например, мужчины, а женщины были представлены в списке, ну, например, 91-е, 91-е место. Да. Сегодня требования, чтобы представлены были равномерно, но, естественно, что... Равномерно, что имеется в виду? То есть должны быть и в проходных номерах, и, естественно, по всему списку. Значит, за этим должен будет уже следить непосредственно Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. Ну, естественно, что в данном аспекте это будет касаться в том числе, например, ну, может быть, специфика гагаузских выборов, она немножечко другая, но если будет такая необходимость, или когда нужно будет просматривать списки, конечно, за этим будут следить и гагаузские избирательные органы. Но, учитывая, что предстоят 24 февраля выборы, прежде всего, в законодательный представительный орган власти Республики Молдова, то наблюдать за этим положением будет только ЦИК. Учитывая вот эти вот аспекты, можно сказать, что это, скажем так, тенденция к усилению роли женщин в политике. Почему? Потому что если они будут действительно представлены так, как это требует закон, это говорит только о том, что больше количество женщин сможет попасть в парламент. И, естественно, они смогут более реально участвовать в определении целей развития государства, а уже доказанный факт, что наличие женщин в парламентах это влечет за собой усиление социальной политики государства. То, что как раз нам необходимо. Нам в первую очередь нужно, извините, кушать,
нужно воспитывать своих детей, а это как раз те вопросы, которые решают успешные женщины. Хорошо, вот закон предусматривает, да, 40%, а есть потенциал? Вот где эти политические партии, их у нас много, по-моему, 30-40 партий И я вас удивлю, на сегодняшний день 45 партий зарегистрировано в Республике Молдова, но из зарегистрированных партий, так, в живых, можно сказать, то есть наиболее активных максимум 11-12, а это те партии, которые достаточно известны и которые действительно в своих рядах имеют представителей всех полов. Возьмите за любую партию, не хочется сейчас делать политическую рекламу какой-либо, и вы увидите, что на первых местах этой партии, конечно же, будут и те, и другие представители, то есть и одного пола, и другого пола. Поэтому потенциал есть, это во-первых. А во-вторых, учитывая данное требование и возможный отказ регистрации, партии просто-напросто сами будут активны в том, чтобы продвигать женщин. То есть это могут быть те женщины, которые где-то какими-то аспектами своей деятельности выделяются из общества. Это может быть еще, как говорят, никому неизвестные, не раскрученные, да, женщины, но у них есть определенный потенциал, и эта партия выявила, что такая женщина может быть двигателем прогресса, поэтому она сама их будет привлекать, женщин, в свои ряды. Это практика, которая, в принципе, всегда работала и работает. Только для того, чтобы выполнить условия, необходимые при регистрации, они будут вовлекать. А достаточно только вовлечь. Дальше уже просто-напросто дать зеленый свет этой женщине, она, используя наработанные возможности, уже практику и опыт деятельности той или иной партии, она сама дальше сможет продвинуться. Ну вот смотрите, у нас на практике мы знаем, что более 30 партий, они все равно регистрируются, да, не участвуют в выборах. 30 не знаю, но, по крайней мере, на последних выборах участвовали в 29 выборах партий, около 20, зарегистрировались как участники. То есть это не говорит о том, что все 45 партий пойдут. Почему? Потому что они давно, может быть, и не рабочие в прямом смысле слова. Но последние выборы, насколько я помню, 22 партии были зарегистрированы как участники избирательной гонки. Некоторые из этих партий регистрируются только для того, чтобы быть на слуху. Они прекрасно знали и понимали, да, что, скажем так, они не смогут занять каких-то действительно должностей, ни на примарских, ни так далее. Но это прежде всего аспект, который показывает, что их не забыли. Это первый момент. Второе, та партия, которая не борется за власть, ее уже нет. Ее можно уже похоронить. Поэтому в этом контексте те партии, которые действительно и будут участвовать, только между ними, скажем так, развернется предвыборная борьба. Но, естественно, они будут вынуждены, еще раз повторяю, исполнять требования закона. Ну, это хорошо, что есть закон. Вот меня интересует все-таки потенциал женщин. Будет ли столько женщин, сколько вот положено вот 40%? Ведь служить обществу, это значит, женщина должна отдавать много времени, своего времени, а мы знаем, что женщина прежде всего мать, она нужна семье, у нее дети. Вот как в этой здесь ситуации? Я, может быть, и не совсем уже соглашусь. Почему? Потому что у нас меняются акценты в обществе. Да. Потихонечку, и даже наше гагаузское патриархальное общество можно наблюдать усиление роли мужчины в семье, как, я не скажу домохозяина, а, наверное, как хранителя очага. Почему? Потому что наши мужчины уже признают, что если женщине это удается, получается у нее идти, почему бы и нет? Почему бы не разрешить, не то что не разрешить, а не помочь, вот, наверное, такое слово буду использовать, в продвижении. Тем более, что здесь, наверное, меня поддержит большинство женщин. Допустим, ситуация, если вы в отпуске, не на работе, как правило, ничего не успеваешь. А если вы и на работе, и дома, все хорошо получается. Ну, ничего страшного, что там где-то, может быть, под каким-то диваном вы не протерли пыль. Сегодня это не видно, да? Завтра почистится. Просто привлекаются другие ресурсы, изыскиваются другие источники. И, конечно же, ставятся приоритеты в том смысле, что каждая женщина для себя решает, что ей сегодня выгоднее, что ей действительно у нее лучше получается. И потенциал есть. Потенциал есть, исходя из чего? Во-первых, женщин больше. В нормальном, скажем так, соотношении всегда это 52% женщин, 48% мужчин. А к более старшему возрасту этот процент еще больше, скажем так, увеличивается разница между количеством соотношений мужчин и женщин. Во-вторых, посмотрите, за последнее время
было проведено очень много работы всевозможными организациями именно по продвижению женщин, по продвижению обязательно политики. Это в том числе в решении каких-то общественных вопросов. И вот здесь вот женщины лидируют. Почему? Потому что это, как правило, да, это, как правило, социальные проекты, это помощь детям, это уборка, в конце концов, территории, это открытие каких-то социальных центров. Вот здесь почти везде вот те населенные пункты, с которыми мы чаще всего работаем, там везде женщины. То есть они уже наработали какой-то опыт. И почему бы этот опыт не применить в практической деятельности? А мы знаем, что политическая деятельность — это прежде всего борьба за власть, за обладание ресурсами. Там надо быть жестко. Это не обязательно жесткость, это может быть просто-напросто гармоничное сочетание разных интересов и представление интересов общества, без которых мы не сможем. Это как в том анекдоте, мы с женой достигли компромисса. Какой же компромисс? Говорит, самые, глобальные вопросы, связанные с тем, с какой страной мы должны воевать в будущем, решаю я в нашей семье. А мелкие, типа, что покушать на вечер и что одеть детям, это решает жена. Поэтому вот если следуя такому соотношению, получается, что вот этот опыт по решению вроде бы мелких, но злободневных вопросов, он помогает женщине в том числе и выживать в политике. Ну и давайте еще один аспект скажем. Это уже доказанный наукой факт, то, что женщины более выносливы. И они просто-напросто справляются со всевозможными нагрузками, в том числе и в политике. Да, это может быть трудно первоначально, но те примеры сегодняшних женщин-политиков, они говорят, что они успешно сочетают в себе и роль хранительницы очага, и в том числе роль политика. Да, и во-вторых, посмотрите, мы сегодня уже не говорим о том, что женщина должна быть привязана к очагу. Почему не говорим? Потому что сегодня не нужно элементарно, не нужно столько времени тратить на готовку. Почему? Потому что есть мультиварка. Не нужно тратить время на стирку, потому что есть стиральная машина. И так далее. Если возьмем такие мелкие бытовые хитрости, здесь то, что нам помогает техника. То есть это время, опять же, переориентируется на участие женщины в общественных делах. То есть больше свободного времени у женщин остается. Может быть и так, это раз. А во-вторых, никто не говорит сегодня, что только женщина должна стирать или готовить. Почему? Потому что прекрасно известно, что лучше повара — это мужчины. А вот существует мнение, что в политической женщине не может быть женщин-политика или мужчина-политик. Там либо политик, либо ты никто. Вот. Но я согласна с этим мнением. Почему? Потому что если мы говорим о равенстве, то, естественно, мы не можем говорить с позиции равенства мужчины и политика или женщины политика. Да. Почему? Потому что политическая борьба, ведь она предъявляет одинаковые требования, что к одним, что к другим. Да, я согласна, что женщинам иногда приходится проходить более тернистый путь. Почему? Потому что она сначала должна доказать, что она свой рубаха парень, политик, она свой, вот даже так скажу, а только потом она уже действует на равных, да, со всеми остальными. Конечно, ей приходится иногда больше показывать уверенность, больше развивать оборотов, предложений, скажем так, для того, чтобы пробиться, ее заметили, признали. Но я думаю, что это актуально, в принципе, для любого. Почему? Потому что напомню, что политика — это конкуренция. Это конкуренция есть какое-то различие между женщиной и политиком, и женщиной-мужчиной? Ну, обычно тут уже ученые говорят о том, что различия такие все-таки есть. Почему? Потому что женщина пытается с любыми силами обеспечить мир и покой, стабильность. Женщина. То есть она пытается использовать средства, мирные средства, для того, чтобы договориться, для того, чтобы, еще раз повторяю, решить социальные вопросы. Мужчина решает глобальные, иногда более жестко. Поэтому в этом аспекте многие, мне очень нравится высказывание Олимпии Гуш, это французская женщина, активистка, которая сказала однажды замечательную фразу: если женщина имеет право взойти на эшафот, то у нее есть право зайти и на, допустим, трибуну парламента. А в чем вот плюсы, скажем, плюс женщина-политик, или в чем минус в том, что женщина-политик? Я думаю, что плюсы и минусы здесь будут почти такие же, как и для мужчины, но самое основное — это то, что женщина ближе к земле, имеется в виду ближе к насущным вопросам, которые здесь возникают. Она старается мягче, гармоничнее навести порядок. Да? А порядок, он касается абсолютно каждого из нас. То есть это порядок в душе, это порядок на улице, это порядок в том населенном пункте, в котором ты проживаешь. И
и решить вопросы прежде всего самих себя, то есть жителей, которые здесь проживают. Почему? Потому что обычно, как говорят, болит то, что ближе, да, а ближе это может быть отсутствие колодцев, отсутствие воды, то есть когда, да, может быть, женщина впервые, скажем так, на своей шкуре это испытала, когда нужно идти за той же водой, или отсутствие канализации тоже влечет некоторые чисто бытовые вопросы. Это в том числе вопросы, связанные с уходом за детьми, с занятием детей в оставшееся от учебы время, то есть открытие каких-то площадок, не знаю, домов творчества. Это все как раз те вопросы, которые прежде всего решает женщина. А не загружает себя женщина таким образом еще большими проблемами? Опять же, как ставить приоритет. Да? Если, допустим, она точно знает, что открытие площадки позволит быть занятым ее ребенку, и это позволит ему продвигаться, то это абсолютно не загрузка. Почему? Потому что это фактически направление в решение вопросов своего ребенка прежде всего, и уже потом остальных. А давайте вспомним, что, ну, особенно наша местность, где каждый друг другу родственник, сват, брат, кум, да, мы решаем не только вопросы своего ребенка, в том числе вопросы своего кума, свата и всех остальных. Да? То есть это те вопросы, которые непосредственно являются нашими потребностями, без которых, извините, завтрашний день будет не настолько полный. Да? Мы, например, сегодня озабочены проблемой одиноких стариков. Что делать с ними? Насколько мне известно, именно организация женщин, как один из примеров могу привести, женщины Камрад, вот они на сегодняшний день внедряют проект, связанный с уходом за одинокими стариками. То есть, да, пока кто-то, скажем так, бряцает оружием, решаются самые обыкновенные, злободневные вопросы, связанные с сегодняшним достатком, сегодняшними достойными условиями жизни, которые необходимо обеспечить, в том числе старикам. Ну, в социальной сфере понятно, да, там, где надо работать, там нужны женщины, они работают. А вот в политике есть мнение, что женщины нужны как вместо манекена, скажем так, грубо немножко, для отчетности, для статистики. Вот какие-то решительные шаги или вот повести за собой, или сделать революционные решения, вот женщина не способна. Ну, как же не способна? Возьмите сегодняшнюю Ангелу Меркель, возьмите сегодня Терезу Мэй. Возьмите сегодня... Но это единичные, мы в целом говорим про может быть, просто это, да, это более яркие, которые занимают главенствующие посты мировые, но во всех остальных у нас на сегодняшний день увеличивается доля женщин-предпринимателей, которые... Предприниматели, я понимаю, там надо работать. В политике. В том числе в политике, в том числе. Сегодняшняя, ну, опять же, не хочется делать какую-либо рекламу, та же Майя Санду, которая наравне абсолютно действует в платформе, которую она сама же и создала. Поэтому, да, сегодня, конечно же, есть некоторые опасения о том, что женщине трудно переломить будет этот вот, прежде всего, стереотип, что место женщины на кухне, да. Но я наблюдаю за последние, я думаю, что со мной согласятся многие, что за последние минимум 10 лет, может быть 15, но не больше, чем 20. Эта ситуация начала очень быстро меняться. Очень быстро. В чем это проявляется? Это проявляется хотя бы даже в том, что женщина стала более экономически самостоятельной. Может быть, в этом отношении помогла миграция, трудовая миграция, когда она стала зарабатывать на равных и почувствовала себя, скажем так, выше. Во-вторых, изменились стандарты общества. Сегодня само общество диктует, что женщина должна быть наравне с мужчиной. И тем более, посмотрите, насколько мне известно, очень много примеров даже по Камрату есть того, что мужчина уходит в отпуск по уходу за ребенком, прежде всего. Есть такие примеры, есть, да? И много, в том числе среди начальствующего состава, то есть не только рядовой состав. И это не становится зазорным, это поддерживается даже. Посмотрите, администрация даже, скажем так, не только настоятельно рекомендует оформить мужчине отпуск по отцовству, например. И опять же, таких примеров очень много. Если женщина сегодня более способна, она, скажем так, более предприимчива в некотором смысле для того, чтобы зарабатывать, и не гнушается иногда тяжелыми видами труда, значит, у нее получается в том числе, если у нее получилось здесь найти свою нишу, то многие мужчины очень спокойно это воспринимают, и стереотипы рушатся. Даже у нас, вот, не при всем
Смотрите, если в прошлом созыве, допустим, примаров не было ни одной женщины, сегодня в Гагаузии же две женщины. Ну, это тоже мало. Это все равно может быть, но это уже, скажем так, достаточно серьезный прорыв. Если в предыдущем составе исполкома было 2-3 женщины, сегодня их намного больше. В Народное собрание, прошлый состав была 1 женщина, на сегодняшний день их 4, если не ошибаюсь. То есть это уже говорит о тенденции. Да, это может быть на сегодняшний день еще не 40%, но эта норма появилась в 2016 году всего лишь. Да? И опять же, наша гагаузская политика не совсем здесь соотносима. Почему? Потому что у нас одномандатные избирательные круга, мы не можем, скажем так, избирать партии, чтобы у нас, и в том числе региональных партий у нас нет, которым можно было бы предъявлять какие-либо требования по регистрации. А в отношении регистрации и участия, допустим, в будущих местных выборах конкретно на должность советника, вот эти вот как раз требования уже будут работать. И в большинстве населенных пунктов активными инициативными группами являются как раз женщины. Поэтому... У нас есть главный пример – женщина-башкан. Конечно же, у нас есть этот пример. И здесь, наверное, да, еще так, слышны некоторые мысли, когда прежде всего обсуждается, допустим, одежда, манера поведения, есть семья, нет семьи. Это не те, скажем так, приоритеты, которые ставятся при анализе действий политика. Для действий политика только конкретно, что ты за время исполнения властных полномочий сделал. Конкретные действия, конкретные задачи, которые были поставлены, и что было выполнено, а не манера одежды и другие вопросы. Почему? Потому что все это, скажем так, самое интересное, что на туфли мужчины, да, не всегда обращают внимание, только в отношении того, чистые они или нет. А вот в отношении женщины полиция, как всегда, пока еще посматривает на то, как она выглядит, в каких колготках вышел в прессе, да, или такого цвета они, или другого цвета. Конечно же, это есть, но в этом проявляется, наверное, больше другого рода наша чисто человеческая сущность, что мы всегда пытаемся зацепиться за что-то там не соответствующее нашим, прежде всего, представлениям, да? То есть, как говорят, с больной головы на здоровую переносим свои представления. Это первый момент. А второй момент, да, согласитесь, что в нашем обществе еще есть не то что желание, но проявляется тенденция потопить того, кто чуть-чуть поднялся. К сожалению, что-то может, да? Да, то что-то может. Но, учитывая, что большая часть нашего населения все-таки ведомая, я имею в виду подчиняющиеся, они сами стремятся к тому, чтобы выдвинуть лидера, который сможет им помочь. И так, если таким лидером стала женщина, то наше население идет и за женщиной. Ну, смотрите, Светлана Андреевна, коль мы заговорили, что женщина у нас все-таки башкан, и вы правильно заметили, что судят политика, наверное, по делам. Вот я вот просто смотрю в социальных сетях, очень много говорят и обсуждают, что Гагаузия теряет свои полномочия и обвиняют в этом женщину башкана. Давайте будем говорить о том, что сегодня, то, что установлено, что наш регион является частью Республики Молдова, да? И основные решения, которые принимаются, они должны строго быть подчинены тем решениям, которые принимаются на центральном уровне власти. Основные полномочия, которые сегодня определены законом в своем правом статусе, это конкретно политическая, культурная и экономическая автономия, они, пожалуйста, действуют. То есть, сказав А, нужно говорить и Б. То есть, что далее некоторые процессы, связанные с реформированием в том числе. Да? То есть, мы не можем сказать, что отсутствие, скажем так, того или иного органа власти или его укрупнение, что это обязательно потеря полномочий. То есть, это первый момент. Второй момент. Давайте не забывать о том, что я не хочу говорить сейчас конкретно действующий башкан, другие башкан. Будем говорить в целом. Башкан является всего лишь одним из членов правительства. То есть у него нет большинства. И насколько удается либо не удается перевести всех на сторону Гагаузии, это не всегда просто-напросто возможно. Это чисто, в том числе, политические вопросы. Тем не менее, давайте вспомним достаточно известное и хорошее заседание, выездное заседание правительства, которое состоялось в Доме, и которое было направлено на решение, прежде всего, вопросов, связанных с непосредственно Гагаузией,
И, допустим, для меня, вот чисто для меня является достаточно важным это то, что тогда получилось отстоять, например, Кангасскую вспомогательную школу, Чедронский интернат, отстоять для того, чтобы их сохранить, а не расформировать согласно тем решениям, которые были приняты на центральном уровне. Ну, давайте вернемся опять к нашей теме женщина-политик. Вот вы говорили о том, что женщины-политики, они более дипломатичны, они более мягко могут решать какие-либо проблемы, вопросы. Вот можно ли сказать, вот есть хорошее выражение, даже у нас тут часто в передачах об этом говорят, вот женщина, может ли женщина стать гарантом стабильности? Я думаю, что может. Мне очень нравится пример, кавказский пример, где женщина, в принципе, не имела достаточно весомого положения, но если начинались какие-то конфликты, тем более военные конфликты, достаточно было выйти вперед уважаемой женщине, взмахнуть платочком, и война заканчивалась. То есть были такие примеры. А что касается нашего сегодняшнего положения здесь, на месте, то если мы определили, опять же, пути направления, если мы их смогли разъяснить абсолютно каждому жителю, да, нашей автономии, и смогли показать, что именно в этом можно достичь с помощью этого благосостояния, то почему бы и нет? Конечно же, такой женщине поверят и за ней пойдут. Да, до сих пор было, как статистика, что, например, в избирательных кампаниях избирались, да, были кандидатами всего лишь 30-40% женщины, причем в избирательных органах работали 97% женщин. То есть женщины просто-напросто не избирали. Работали на выборах, но не избирали. Но здесь объяснений ведь очень много привести и можно было. Самое основное, что женщина получила свои избирательные права, извините, только 50 лет назад. И за вот эти 50 лет проделать достаточно серьезный путь к тому, чтобы в конце концов стать башканом, стать... Одно время же у нас была женщина-председатель парламента, в правительстве достаточно много женщин. Я думаю, что это серьезная задача была, и она была практически выполнена. Но давайте сразу не думать, что абсолютно завтра наступит рай. Нет, этого не будет. Почему? Потому что необходимо еще проделать ломку стереотипов, необходимо просто-напросто получить опыт политической борьбы, необходимо просто-напросто даже для себя определиться, что мне это надо. А мне это надо только тогда, когда, скажем так, вот эта общественная проблема, при ее решении выиграет прежде всего, в том числе моя семья, в том числе. И вот когда, наверное, все эти пазлы сложатся, тогда мы с вами увидим большее количество, в том числе активных женщин, да? Либо мы увидим активность молодежи, например, да, если в таком же аспекте говорить. Либо мы увидим новое поколение молодежи более активно в этом плане. Оно воспитывается уже несколько в других ценностях, конечно же, и они уже понимают, что кто, если не я. Вот примерно, если мы будем в таком аспекте разговаривать, можно очень долго ждать, когда придет какой-то добрый дядя, да, из-за рубежа и наведет нам порядок. Мы ведь сами живем в этой проблеме. Мы быстрее можем найти пути решения этой проблемы. А вы знаете, здесь в психологии такой прием. До тех пор, пока эта проблема тебя устраивает, ты ничего не будешь делать. То есть храпит муж под боком, ты ничего не делаешь. Ну и ладно, значит, тебя это все устраивает. Может быть так. Поэтому, если тебя устраивает вот эта вот мусорка, которая стихийная рядом с твоим домом, значит, ну и ладно, тебя это не волнует. А как только она тебя перестает устраивать, ты начинаешь предпринимать, дергать того же примара и все остальные службы до тех пор, пока эта мусорка не уберется. Светлана Андреевна, и что вы можете посоветовать нашим женщинам Гагаузии, чтобы они принимали более активное участие в жизни автономии? Вот для чего это надо, что это даст? Я, наверное, еще раз вспомню тот призыв, кто если не мы, кто если не я. Почему? Потому что именно, скажем так, женщина в том числе, да, то есть тот человек, который максимально проникся существующим положением дел, досконально его знает и имеет яркое желание изменить ситуацию. Изменить для чего? Для того, чтобы в конце концов дети остались здесь, да, твои дети. Почему? Потому что, допустим, я сегодня очень больно, в том числе, понимаю, что если дети
не только мои, рядышком, да, поуезжают. А кто будет с нами в старости, в конце концов, да? Вот давайте даже об этом, может быть, это совсем другой уровень. Но как сделать так, чтобы, да, остались дети здесь, внуки остались здесь? Как сделать так, чтобы они смогли найти работу, устроиться в жизни? Это прежде всего, да, вот, а это как раз проблема трудоустройства, это проблема социальной политики, это проблема налогообложения, потому что именно они как раз и будут выплачивать налоги для содержания, да, государственного аппарата. Поэтому, если будем с этого аспекта думать, раз. Во-вторых, если мы сегодня, конечно, как я уже говорила, все хотят кушать. Для того, чтобы кушать, нужно иметь возможность зарабатывать. Для того, чтобы иметь возможность зарабатывать, нужно открывать рабочие места. Нужно, допустим, реформировать бюджетно-налоговую политику. Опять же, кто, если не мы? Если мы знаем, есть еще одна проблема, что рабочие места, допустим, есть, а люди уезжают, никому работать. Есть и ну, это, да, это, и, кстати, это проблема не только нашего государства, это проблема абсолютно всех стран, даже в той же Европе, когда идет переезд с места на место, с государства в государство. То есть это сегодня актуально. И, как говорят, там хорошо, где нас нет, да, и наши пробуют свои силы, в том числе и в других государствах, кто-то возвращается. Почему? Потому что Родина тянет, и здесь больше возможностей, да, для того, чтобы активно быть и продвинуться и так далее. Поэтому все эти проблемы в комплексе, конечно же, они имеют источники и пути разрешения. Главное просто посидеть, проанализировать, и чтобы было желание. Понятно, что ни у кого не получается сразу. Может быть, даже система вот этих вот маленьких шажков, да, которая, то есть сегодня чуть-чуть, завтра еще чуть-чуть, послезавтра, может быть, даже ты остановишься, послезавтра прыгнешь еще на 2 шага. Она дает свои эффекты не сразу, но это все получится. Просто получится, было бы желание верить в то, что это надо. Я благодарю вас, Светлана Андреевна, за интересную дискуссию. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Напомню, что мы говорили о правах женщин на равное политическое участие в жизни страны. Обсудили эту тему мы с начальником представительства Офиса народного адвоката Гагаузии Светланой Мироновой. Передачу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.